Вітаю, спадарства, гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Запрашаю заставацца разам з намі бліжэйшыя, прынамсі, паўгадзіны. Мы чакаем з хвіліну на хвіліну пацвярджэння важнай навіны, а пакуль давайте пагаворым на іншую тэму. Больш за 2 гады таму з'явілася віртуальная платформа «Новая Беларусь». Улады Беларусі менш як праз месяц пасля прэзентацыі платформы прызналі экстрэмісцкай. Як анансаваў тады стваральнік праекту IT-адмысловец Павел Лібер, аплікацыя стваралася як лічбавая версія дэмакратычнай Беларусі ў смартфоне. Яна мелася адкрыць новыя магчымасці для тых, хто з'ехаў і застаўся ў краіне. Зараз Павел Лібер абвяшчае пра змены ў праекце. Сёння ён наш госць, мы зараз пачынаем з ім невялікую размову, а пазней, калі, як я ўжо анансаваў на пачатку, з'явіцца пацвярджэнне важных для нас навінаў, мы перапынем гэтую размову. Павел зараз знаходзіцца ў аэрапорце, але пагадзіўся на гэтую размову. Павел, ці маглі б вы расказаць, што дакладна адбываецца з праектам «Новая Беларусь», які ўжо некалькі гадоў дзейнічае ў смартфонах беларусаў? Наша миссия никак не меняется, наша миссия остается прежней. По сути, она немножко проще, потому что что мы пытаемся сделать, это мы пытаемся научить белорусов и белорусов самостоятельно идентифицироваться, научиться решать свою проблему, как нация. Потому что нам кажется, что за 30 лет отключения от политических действий для большинства людей, безусловно, были люди, которые оставались включенными, но большинство все-таки нет. У нас выросла такая нация, которая учится быть нацией. То есть учится самостоятельно что-то делать, а не ждать, что кто-то придет и все сделает за них. Тем более, что новости всех последних дней показывают, что то, что могут сделать за нас, оно, скорее всего, нам будет максимально неприятно. Все остальное для нас это просто инструменты достижения этой миссии. То есть у нас есть много различных продуктов, и один из них это был как раз-таки мобильное приложение «Новая Беларусь» как точка входа во всю эту экосистему. И за 2 года оно очень сильно разрослось. То есть там стало много контента, там стало много каких-то и гражданских ивентов, и простых ивентов. И мы поняли, что приложение стало терять фокус, потому что человек, который туда заходит первый раз, ему просто сложно навигироваться среди всего объема информации. Поэтому наш ребрендинг, он скорее технический. Мы хотели развести приложение, сделать более легким, фановым, интересным и сфокусированным на диаспору, потому что внутри страны безопасно пользоваться приложением. А для всех гражданско-политических событий, по сути, выпустить отдельную платформу. Для нас этот ребрендинг — это скорее такое дополнительная разработка на то, чтобы разделить эти сущности и сделать 2 полноценно работающих канала вместо одного в виде мобильного приложения. Павел, а якой будзе задача гэтага другога праекту, які вы называеце грамадска-палітычным? Да, первый будет больше для развлечения. Второй — это как раз площадка, куда мы хотим позвать гражданские организации и дать им достаточно удобный функционал и быструю аудиторию. Опросы, новости, публичные дискуссии, генерацию идей и прочее, потому что мы тоже сегодня наблюдаем, это мы наблюдаем разрыв. То есть у нас есть инициативы, которые что-то делают, есть люди, которые жалуются, что им, во-первых, не хватает внимания, во-вторых, они хотят участвовать во многих проектах, они хотят предлагать какие-то идеи. И мы хотим свести 2 этих мира вместе. То есть важно, что мы прежде всего технологи, поэтому мы это делаем в виде каких-то технических цифровых решений. Но ультимативная задача — это как раз-таки улучшить этот уровень взаимодействия между гражданским сектором и людьми, которым интересны в этом участвовать. И мы помним, например, даже просто на уровне какого-то простого примера, когда была конференция «Новая Беларусь», мы помогали технически сделать дискуссию, которая тогда выводилась на экран в виде комментариев и так далее, и там было больше 1000 различных комментариев, замечаний, идей и прочего. Это говорит о том, что когда людям дается какая-то понятная, простая площадка, им тоже интересно прийти и высказаться, потому что сегодня очень часто у них нет даже возможности высказаться. То есть они там передают послание офису Тихановской через Инстаграм, Телеграм и прочие вещи. Вы некалькі гадоў таму анансавалі, што гэтай платформай, аплікацыяй вы пачынаеце праект па пабудове праекту лічбавай Беларусі. Ці ўсё на працягу гэтага часу адбываецца так, як вы самі планавалі? Он оказался примерно в 100 раз сложнее, чем мы планировали изначально. И я могу сказать, что
У нас есть положительная динамика роста, наша аудитория постоянно растет. Мы видим, что те проекты, которые мы запускаем, именно миссионные, направленные на поддержку общества, а направленные на создание проектов самостоятельно, они тоже растут. Ну, то есть, например, там, если взять наш проект «Будуй свое», этот налоговый проект, где люди сами делают проект, то в первом сезоне он собрал 40 тысяч евро, вот в прошлом году во втором сезоне 80 тысяч евро. Я надеюсь, что в этом году это уже будет больше 100, что позволит делать еще более сложные, интересные проекты. Или мы запустили краудфандинговую платформу для поддержки маленьких креаторских проектов. Там за полгода уже там 17 проектов нашли свое там частичное или полное финансирование. То есть у нас продолжается работа платформ, связанных с медицинскими консультациями. Мы поддерживаем команду, которая делает юридические консультации. В этой экосистеме очень много продуктов и проектов, и в целом вся их аудитория подрастает. В чем сложность? Это мы видим безусловное снижение интереса к любой политической и гражданской повестке. Мы видим вот это где-то из-за разочарования людей, где-то из-за слишком долгого ожидания, где-то потому что люди переходят в такую свою day-to-day жизнь, как бы, и это нормально. Мы понимаем, что, по сути, почему вот мы комбинируем вот эту социальную и культурную часть с гражданской частью, потому что это воронка. То есть мы понимаем, что в любом обществе где-то обычно меньше 10% людей хотят быть какими-то активистами. Да? Соответственно, если мы хотим большее количество людей вовлекать и обучать, то нам нужно большее количество людей на платформу переводить. И все наши продукты мы затачиваем на то, чтобы у нас там люди приходили, даже пускай не вокруг политических или гражданских каких-то вещей, но оставались на платформе, и потом участвовали в таких гражданских проектах. Поэтому, по сути, с момента выхода платформы мы доросли уже примерно до 100 тысяч пользователей, из которых мы там 70 тысяч примерно мы к ним хотя бы по имейлам можем вернуться, ничего другого мы не просим. 30 тысяч для нас полностью анонимны, мы их видим только на уровне Google Analytics. И хотелось бы, конечно, чтобы их было там 600, миллионов, или еще что-то, но мы видим, что динамика есть, динамика медленнее, чем нам хотелось бы, но, опять же, это повод для нас думать, какие еще истории успеха можно делать, потому что люди приходят под историю успеха, все хотят делать проекты, которые получаются. Поэтому это наша стратегия. Я думаю, что стратегия прямо на много лет сохранится. Павел, вы сказали, што платформа свая, яна будзе арыентавана найперш для дыяспары. Ну, пасля 2020 года па розных падліках гаворыцца, што з Беларусі магло выехаць там каля мільёну, напэўна, менш, чым мільён беларусаў. Так чаму нельга вот сярод гэтай масы людзей некую крытычную масу знайсці, якая вось была б для гэтага праекту і могла б яго, не ведаю, там суфінансаваць, напрыклад? Смотрите, на самом деле, во-первых, в принципе, ну, то есть, когда мы говорим про миллион человек, я склонен думать, что их немножко меньше, да, то очень важно понимать, что, во-первых, часть этих людей уже давно выключились из любой подобной повестки, да. Часть этих людей — это там дети, пожилые, родители и прочие, которые изначально в ней не участвуют. То есть если мы оставим там социально активную аудиторию, она окажется гораздо меньше. Когда мы возьмем от нее еще процент людей, которые готовы в чем-то интересном участвовать, то мы и получим реальное количество, вряд ли больше там 100 тысяч. Поэтому это как история с «Голосом», когда нам все говорили: о, если у вас на платформе нет 4 миллионов человек, то это все несерьезно. Ну, то есть есть же реальность, да, есть там статистика, есть, соответственно, то, какой процент участвует в каких-то активностях. Мы в целом довольны пользователями, которые у нас есть, я скажу честно, потому что мы видим, что большинство инициатив сегодня аудиторию, в принципе, теряет. Да, то есть мы свою аудиторию сегодня растим, и мы будем продолжать это делать. Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем охватить миллион. У нас нет такой цели. Да, но мы точно хотим охватить всех, кому интересно в этом участвовать. Потому что чем больше людей участвует в нашей платформе, и особенно во всяких гражданских политических инициативах, тем больше людей в будущем будет понимать, что не надо слушать популистов, надо надеяться на себя. Зараз многія беларускія ініцыятывы грамадскія апынуліся на паўзе, маю на ўвазе тыя, якія за мяжой дзейнічаюць у сувязі з прыпыненнем фінансавання амерыканскага. І скажыце, ласка, а ўвогуле ці магчыма, каб, напрыклад, самі беларусы финансовали гэтыя инициативы из уласнай кишени? Ну, я не верю в то, что они могут полностью финансироваться белорусами, потому что, во-первых, их слишком много. Да?
Во-вторых, если это изначально не выросло из того, что это финансируется людьми, то очень сложно прийти и сказать в какой-то момент, это теперь это финансируется людьми. Я не знаю ни одного крупного медиа, которое бы жило там с донатов устойчиво долгое время, и никем ничем не финансирует. Ну, я в первую очередь смотрю на эту историю как на бизнес-историю, то есть я понимаю, что СМИ сегодня в той ситуации, когда им невозможно находить деньги. Я считаю, что это просто реальность, которую нужно признавать, с которой нужно работать. СМИ не может жить за счет рекламы, потому что внутри Беларуси никакая реклама. А за границей попробуй идентифицировать людей. У нас всегда проблемы с аналитикой, статистикой, как идентифицировать белорусов в Польше и прочее. Поэтому я считаю, что СМИ должны, безусловно, получать поддержку, это мое мнение. И эта поддержка очень важна, потому что если этой поддержки не будет, то завтра за менталитет людей в стране и за границей будут бороться Россия с Китаем. Как бы не та повесточка лично мне не нужна. Поэтому мне кажется, что это вот тот самый случай, когда страны, которые хотят распространять свой soft power, могут делать это здесь, потому что это вопрос борьбы за будущее, борьбы за умных людей в будущем. Мы з вами размаўляем якраз вось некалькі дзён пасля сумнай навіны пра прыпыненне працы праекта «Беларускі гаюн». Таксама ў сувязі з бяспекай ён быў прыпынены, хутчэй з мінусамі гэтай бяспекі. Скажыце, а як з гэтым пытаннем у вашых праектаў? Мы тут используем очень простую философию. Проще не собирать персональные данные, чем объяснять, что ты с ними делаешь. Поэтому у нас можно участвовать либо вообще полностью анонимно, практически во всех наших проектах, либо можно участвовать просто с имейлом, но мы всегда пишем, оставляйте деперсонализованный имейл. Мы не хотим, чтобы вы приходили к нам, как Алекс Петров, 1988. Слишком очевидно. Поэтому мы стараемся, в принципе, данных не собирать. Да. И очень важно, что во всей ситуации, например, с тем же Голуном, да, то есть снова сработал человеческий фактор. И практически во всех взломах, которые происходят, это проблема не технологическая, это просто всегда человеческий фактор. И я вот говорил недавно тоже в другом месте, что после 2020 года любое обращение в любую систему – это всегда двусторонний контракт. Организация должна думать о безопасности и заботиться о безопасности, но и человек должен думать о безопасности и заботиться о безопасности. Просто потому, что человек всегда самое слабое звено в этой системе. И даже если технология суперзащищенная, на людей всегда могут там надавить, угрожать, похищать там, и так далее и тому подобное. Поэтому очень важно, что если люди отсылают куда-то данные, отсылают из каналов, которые предусматривают их возможное раскрытие, то есть там со своих реальных телеграммов, с персональными данными, со всеми остальными, очень важно работать в этом направлении. И, кстати, медиа очень много про это писали. С 2020 года я каждый год вижу регулярно от медиа инструкции, как правильно оставаться анонимным в интернете. Да. Вопрос, зачем нам нужны медиа? Да, вот как раз для того, чтобы люди лучше сами себя защищали, и в случае проблем хотя бы на одной стороне, вот в данном случае организация потеряла данные, вторая сторона людей была защищена, потому что они тоже проходили. А там, где можно не собирать и не хранить персональные данные, лучше всегда так и делать, потому что мы не собираемся потом рекламу на этих людей слать, поэтому лучше их не пугать заранее. Павел, а як вы ацэньваеце здольнасці прадстаўнікоў рэжыму? Ці навучыліся яны за апошнія гады працаваць у гэтай лічбавай галіне? Это уже давно не аналоговый режим, который мы помним в 2020 году. Мы очень хорошо эволюционировали. Мы научились делать DDoS-атаки, они научились делать фишинговые сайты. Они научились рассылать там всякие фейковые... Вот буквально вчера была фейковая рассылка на бизнес из Баймапки от лица Беларуси. Абсолютно фишинговая фейковая рассылка. И многие люди попадаются, потому что, как я уже говорю, человек обычно всегда самое слабое звено. И всегда на людей направлено максимальное количество воздействий. И очень важно понимать, что дальше будет хуже, потому что у режима больше ресурсов, у режима появляется опыт, режим начинает учиться, какие методы работают, какие не работают, у них появляется доступ к искусственному интеллекту, который, опять же, там может генерировать всякие пропагандистские комментарии лучше любых ботаферм. То есть и
Это постоянное противостояние, в этом постоянном противостоянии нам нужно учиться жить. Днямі якраз у Парижі адбыўся такі саміт пра лічбавы свет супраць дыктатуры. Скажыце, як вы самі думаеце, ці можа вось, скажем, штучны інтэлект перамагчы неяк дыктатуру? Это инструмент, который просто инструмент. То есть он может как помогать диктатуре, так и мешать диктатуре. Поэтому это вот, как любые технологии, может быть использовано в обе стороны. Потому что это интересно, потому что вот мы сейчас работаем над отдельным сайт-проектом, который определяет в Ютубе в комментариях пропагандистские нарративы, особенно если они тоже написаны искусственным интеллектом. Ну, то есть, как бы это вот пример того, как технологии используются сразу с двух сторон. Поэтому я бы просто относился к этому как к инструменту, который открывает действительно много возможностей, как хороших, так и плохих. А наколькі эфектыўна гэтыя інструменты выкарыстоўваюць дэмакратычныя сілы Беларусі? Это одна из задач, почему вот мы хотим запустить технологическую платформу, чтобы дать более расширенный продвинутый набор инструментов для взаимодействия. То есть это же, опять же, вопрос ресурсов. Да? Ну, то есть на белорусскую оппозицию тратится очень мало денег. И это нужно осознавать и понимать. И те, кто говорят, что на Беларусь тратят много, пусть посмотрят, сколько тратят на Молдову, где живет 2,5 жителей, да? 2,5 миллиона жителей. Насколько на белорусскую оппозицию демократические силы тратится очень мало денег, они всегда находятся в условиях очень ограниченного ресурса. По людям, по технологиям. Ну, то есть, чтобы нормально использовать современные технологии, у них в офисе должны сидеть айтишники, подписки на кучу там различных клауд-сервисов, AI-сервисов и так далее. Это все стоит кучу денег. И поэтому у них этих денег нет. И, безусловно, поэтому это сложное противодействие, потому что когда у одной стороны денег много, а у второй денег мало, то какие-то вещи приходится делать на изобретательности, а не на ресурсе. Вы сказали, што звычайныя беларусы адыходзяць ад грамадска-палітычнай актыўнасці, таму што многія стаміліся. Скажыце, а як сітуацыя выглядае з беларускімі айцішнікамі? Я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что, безусловно, вот весь тот эмоциональное вовлечение людей в 2020 году, которое было, оно прошло. А после этого случилась вот эта такая, я это называю, яма депрессии, в которой там все полежали, потому что слишком долго ничего не получалось, планов нет, что делать непонятно и прочее, прочее. Сейчас люди просто заняли очень прагматичную позицию, они поддерживают те проекты, те инициативы, в которые они там еще верят, или те, которые им интересны. Они следят за какими-то историями успеха, которые происходят. Там тот же самый наш налоговый проект. Сколько было скепсиса, когда мы его запускали, как только там собрался бюджет, появились первые проекты, следующий бюджет собрался в 2 раза больше, потому что люди увидели, что-то работает, можно поучаствовать. Безусловно, людей, которые готовы участвовать, стало меньше, но они есть. Тот же Байсол, например, по-прежнему собирает нормальные деньги на свои сборы, что говорит о том, что аудитория готова поддерживать и готова помогать. Айтишники здесь просто часть этой аудитории, я бы отдельно выделял просто потому, что, мне кажется, это общий паттерн поведения здесь для всех. Гэта быў Павел Лібер, беларускі айцішнік. Мы гаварылі пра праект «Новая Беларусь». А зараз пераходзім, уласна, да той гарачай тэмы, з якой я пачынаў наш эфір. Мы зараз, нарэшце, можам пра гэта сказаць, паколькі мы працуем паводле найвышэйшых стандартаў журналістыкі. І гэтая навіна заключаецца ў тым, што нам стала вядома, што журналіст Радыё Свабода Андрэй Кузнечык вызвалены з турмы Беларусі. На дадзены момант ён знаходзіцца ў Літве. Пра гэта паведамляюць ужо амерыканскія структуры. Раней пра гэта паведаміла таксама Святлана Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале. Яна заявіла цудоўныя навіны. Сёння мы сустракаем на волі 3 закладнікаў рэжыму: журналіста Андрэя Кузнечыка, актывістку Алену Маўшук і грамадзяніна ЗША, імя якога пакуль не раскрываецца. Мне паведамілі, піша Ціхановская, што ўсе трое ўжо ў бяспецы ў Вільні. Ім дапамагаюць прадстаўнікі амерыканскай амбасады, а Алену Маўшук прадстаўнікі офіса і кабінета ўжо вязуць у бяспечнае месца, дзе яна атрымае ўсю неабходную падтрымку. Я вельмі ўдзячная прэзідэнту Трампу, дзяржсакратару Рубія і дзярждэпартаменту ЗША за супольныя намаганні, якія зрабілі гэта магчымым, напісала Ціхановская. Давайте коротко нагадаем, магчыма, для тых, хто не ведае, хто такі журналіст Радыё Свабода Андрэй Кузнечык.
Журналіста радыё «Свабода» Андрэя Кузнечыка выпусцілі з-за кратаў. Яго затрымалі 25 лістапада 2021 году, калі ён выйшаў на велашпацыр. Ля пад'езду яго чакала група сілавікоў. Андрэя Кузнечыка асудзілі на 6 гадоў калоніі, нібыта за стварэнне экстрэмісцкага фармавання альбо ўдзелу ў ім. Закрыты працэс правялі за некалькі гадзін. Сваёй віны Андрэй Кузнечык не прызнаў. Прысуд вынес суддзя Ігар Шведаў. Большую частку тэрміну Андрэя атрымалі ў Наваполацкай папраўчай калоніі нумар 1. Апошнія некалькі месяцаў ён правёў у Менскім следчым ізалятары КДБ. Я таксама нагадаю, што на нашым сайце «Свабода.орг» ужо таксама ёсць пра гэта паведамленне. Мы спасылаемся на Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў. 47-гадовы наш калега Андрэй Кузнечык, які правёў за кратамі больш за 3 гады паводле палітычна матываванага прысуду, сёння прыбыў у Вільню, дзе яго сустракалі жонка Алеся, а таксама дзеці, 5-гадовы Мацвей і 11-гадовая Яніна. Таксама прэзідэнт і генеральны дырэктар радыё «Свабодная Еўропа», радыё «Свабода» Стывен Капус пракаментаваў вызваленне Андрэя Кузнечыка. Я зацытую коротка гэтае паведамленне. Гэты радасны дзень для Андрэя, ягонай жонкі і іх 2 малых дзяцей. Пасля больш чым 3 гадоў разлукі гэтая сям'я разам, дзякуючы прэзідэнту Трампу. Мы таксама удзячныя дзяржаўнаму сакратару Рубіо і ягонай камандзе і літоўскаму ўраду за падтрымку. Мы захоўваем надзею, што наш журналіст Ігар Лосік таксама будзе вызвалены і спадзяемся на далейшае лідарства і кіраўніцтва адміністрацыі Трампа, заявіў прэзідэнт і генеральны дырэктар радыё «Свабодная Еўропа», радыё «Свабода» Стывен Капус. Дарэчы, дарадца Святланы Ціхановскай, якую я цытаваў момантам раней, Франак Вячорка апублікаваў у сваіх соцсетках відэа з аўтамабіля, у якім знаходзілася іншая вызваленая з беларускай турмы Алена Маўшук. Давайте зараз паглядзім гэтае караценькае відэа. Мы только что выехали из американского посольства, откуда забрали Алену Маўшук. Алена Маўшук была осуждена на 6 годов, несправедливо, политвязни. Она зараз на свободе, и мы везем ее в беспечное место. Сегодня были вызволены 3 человек. Один американский громадянин, журналист и Алена. И мы спадзяемся, что обовязково все политвязни окажутся на свободе. Гэта быў Франак Вячорка. Я дадам, што Алена Маўшук была затрыманая ўначы 10 жніўня 2020 года ў Пінску ў межах крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Са слоў міліцыянтаў, жанчына нібыта з палкай замахвалася на супрацоўнікаў міліцыі, гаворка ішла пра АМАП. Яе абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Алену Маўшук асудзілі да 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. У 2020 годзе, як ужо гаварыў таксама прэзідэнт Стывен Капус, асудзілі і іншага журналіста радыё «Свабода» Ігара Лосіка. Яго затрымалі у Баранавічах і таксама прысудзілі да турэмнага зняволення. Пра яго мы не маем ніякай інфармацыі. Затрыманне ў Баранавічах адбылося 25 чэрвеня 2020 году. Лосіка абвінавацілі паводле 342 артыкула крымінальнага кодексу, то бок арганізацыя масавых беспарадкаў і удзел у іх. А пазней дадалі яшчэ паводле 2 артыкулаў 293 і 130. На знак пратэсту журналіст абвяшчаў бестэрміновую галадоўку. 17 ліпеня 23 году затрымалі журналіста, былога журналіста радыё «Свабода» Ігара Карнея. Яму прысудзілі 3 гады зняволення і грашовы штраф у памеры 20 000 рублёў. 13 снежня 24 года Ігара Карнея пакаралі яшчэ 10 месяцамі зняволення. Новы суд адбываўся ў Шклове. Карнея абвінавацілі паводле 411 артыкулу. Гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Яшчэ ў беларускай турме знаходзіцца грамадзянін ЗША Юрай Зянковіч. Пра яго лёс таксама мы не ведаем нічога. Беларускі палітык, амерыканскі юрыст разам з іншымі фігурантамі справы, так званай справы змоўцаў. Яго затрымалі ў красавіку 21 года. Пасля гэтага КДБ і ФСБ заявілі, што нібыта перадухілілі замах на Лукашэнку і ягоных сыноў, таксама, што раскрылі дзяржаўны пераварот. Зянковіч адзін з 5 абвінавачаных у гэтай справе, хто заключыў дамову са следствам. Ён цалкам прызнаў сваю віну і не адмаўляў, што быў арганізатарам змовы. Таксама ён папрасіў прабачэння ў саўдзельнікаў. У верасні 22 года Юрыю прысудзілі 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Праз 3 месяцы палітвязня судзілі ўжо ў новай крымінальнай справе. Тады
Зянковіча абвінавацілі ў абразе прадстаўніка ўлады. Падставою сталі абразлівыя каментары ў тэлеграм-канале, прызнаным экстрэмісцкім. У снежні 22-го году суд Мядзела дадаў яму яшчэ паўгода зняволення. А зараз таксама вельмі важна нагадаць кантэкст, на фоне якога адбылося вызваленне і Алены Маўшук, і Андрэя Кузнечыка, і іншага грамадзяніна, дакладней проста грамадзяніна ЗША, імя якога пакуль не паведамляецца, 11 лютага. То бок учора Расія вызваліла амерыканскага зняволенага настаўніка Марка Фогеля па абмене. Амерыканскі грамадзянін пазней ужо прыбыў у Вашынгтон, там яго сустрэў прэзідэнт Трамп. Нагадаю, што Фогель адбываў 14-гадовы тэрмін зняволення ў Расіі па абвінавачанні ў захоўванні марыхуаны. Паводле паведамлення прэс-службы суда ён цалкам прызнаў віну. Фогель расказваў, што ўжываў марыхуану паводле медыцынскіх паказанняў пасля аперацыі на хрыбетніку. Гэта пацвярджаецца запісам у яго медыцынскай кнізе. Паводле Фогеля ён не ведаў пра існую ў Расіі забарону на медыцынскую марыхуану. У заяве Белага дома улады ЗША называюць вызваленне іх грамадзяніна праявай добрай волі з боку Расіі і добрым знакам на шляху да завяршэння вайны ва ўкраіне. Як паведамляе Reuters, ЗША абменьваюць Марка Фогеля на расейца Александра Вінніка. Віннік – гэта былы аператар платформы па продажу біткоінаў. У ліпені 2017 года яго арыштавалі ў Грэцыі на запыт ЗША. Амерыканскія улады абвінавачвалі расейца ў адмыванні не менш за 4 мільярды даляраў праз біржу крыптавалют, якой ужо, дарэчы, не існуе. У жніўні 22-го года Вінніка з Грэцыі, дзе ён падаваў запыт на палітычны прытулак, перадалі у Злучаныя Штаты Амерыкі. Давайте зараз паглядзім той момант, калі адбылася сустрэча вызваленага амерыканскага грамадзяніна ў Белым доме, дзе яго прыняў Дональд Трамп. Did you speak directly to President Putin about... Well, I don't want to say that. I just want to say that I appreciate very much what they did in letting Mark go home. I think there's goodwill in terms of the war. You know, 1.5 million soldiers, young people have been killed. I've met many of them. Yeah, and it's a terrible thing going on, so we want to get that done. I think this could be the very important element. It could be a big, important part of getting the war over with Ukraine. And we appreciate President Putin's what he did. He was able to pull it off for you, right? He was able to pull it off. We think, and you're here, and you're here, so it was great. We'll tell you a little bit more about it tomorrow, but I think we've made great progress on the war also. Getting the war, I want to get the war ended. That war should not have been. It would have never happened if I was president. It would not have happened. And it did happen. And now you have all blown up cities and dead people. So many dead people. Should have never, ever happened. And just this evening, it's a very important evening for ending that war. And I think they all want to see it ended. Гэта быў прэзідэнт Трамп і амерыканскі грамадзянін Фогель, які быў вызвалены з расійскай турмы. Дарэчы, гэта было відэа нашых калегаў з «Голасу Амерыкі». На пытанне журналістаў, што атрымала ўзамен Расія, прэзідэнт Трамп адказаў, што няшмат. Ён таксама даў зразумець, што чакаецца вызваленне яшчэ аднаго амерыканца 12 лютага. Трамп не стаў удакладняць, хто будзе вызвалены. І нават не пацвердзіў, што гэта будзе той, хто ў цяперашні час знаходзіцца пад вартай у Расіі. Ён сказаў, што гэты чалавек вельмі асаблівы і знаёмы сродкам масавай інфармацыі. Гэта пакуль што ўсе навіны, якія мы можам вам расказваць пра вызваленага журналіста Рады Свабоды Андрэя Кузнечыка, таксама Алену Маўшук. Сачыце за абнаўленнямі на нашым сайце. Я ўжо ведаю, мне падказвае рэжысёр, што неўзабаве ў нашых сацыяльных сетках з'явяцца фотаздымкі, як Андрэй сустрэўся са сваімі дзецьмі, са сваёй жонкай у Вільні, а таксама кароткае відэа, на якім бачны Андрэй і першыя словы, якія ён прамовіў на свабодзе, праўда, не ў Беларусі, а ў Вільні. Будьце спадарства разам з намі. Я нагадаю, што вы глядзелі «Пік свабоды». У Празе для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.